Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главных событиях. Большая часть рабочих, которых наймут для строительства Ленского моста, будут якутяне. Учебные учреждения Хандаги возвращаются к очному формату. В аудитории пришли и студенты горно-геологического техникума. В Лос-Анджелесе прошли курсы по масс-рестлингу. Азы перетягивания палки преподавал спортсмен и тренер из Якутии. Число местных жителей, привлеченных на работы по строительству Ленского моста в республике, составит до 70%. Об этом в ходе программы «Якутия Лайв» сообщил исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства республики Дмитрий Берников. По его словам, с партнерами заключено соглашение, согласно которому они обязуются привлекать к работам свыше 2/3 местных жителей. Сейчас со стороны подрядчиков и партнеров готовятся предложения по перечню специальностей, которые будут востребованы. Первый этап проекта строительства предполагает участие на стройплощадке до 500 работников. На втором этапе количество привлеченных рабочих составит до 2200 человек. Также Берников заявил, что пропускная способность Ленского моста в Якутии составит до 6000 машин в сутки. Проезд для легковых автомобилей будет бесплатным. Что касается взимания оплаты за проезд с грузовых автомобилей, то этот вопрос рассматривается. Ближе к концу строительства моста все тарифы будут доведены. С вводом моста транспортная доступность вырастет с 20% до 83-90%. Также Берников отметил, что если заложить конструкцию под будущее железнодорожное полотно, стоимость проекта повысится примерно в 1,5 раза. Районы Якутии получат новую спецтехнику для борьбы с лесными пожарами. Глава региона Айсен Николаев в селе Верхневилюйск посетил новое здание филиала ГАО «Якутлесресурс», построенное за счет внебюджетных источников района. Он выразил уверенность, что территории успешнее будут справляться с лесными пожарами с помощью приобретенной за федеральные средства техники. Напомним, Айсен Николаев в прошлом году в ходе совещания глав регионов с Владимиром Путиным рассказал президенту о диспропорции финансирования лесных и особо горимых регионов на тушение пожаров. Президент поддержал главу Якутии и поручил федеральным органам власти пересмотреть методику распределения средств, выделяемых из федерального бюджета на тушение лесных пожаров. Добровольную пожарную команду создадут в Амгинском районе Якутии. Ранее ее создали в 2013 и ликвидировали в октябре 2020. В ближайшее время отберут руководителя движения. В состав общественного учреждения входят 9 ДПК в селах. Отмечается, что команды в населенных пунктах Сергебес и Эмиссы оснащены мобильной пожарной установкой. Детский сад «Прометейчик» в Якутске полностью закрыли на санобработку. Она продлится в течение 2 дней. Об этом нашему телеканалу сообщили в управлении образования города. Напомним, ранее в детском саду острой кишечной инфекцией заболело 11 воспитанников. Это дети до 2 лет. У всех них наблюдается легкая клиническая картина. Рвота, повышение температуры тела до 37,5 градусов. Эпидрасследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Совет Федерации одобрил закон, дающий детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств. Ранее такое право было предусмотрено нормой закона об образовании, срок действия которой был установлен до 1 января 2021 года. В Хандаге в горно-геологическом техникуме со 2-го семестра у студентов всех курсов возобновился очный формат обучения. Как проходило возвращение к традиционному процессу, знает Елена Фаст. И студенты, и преподаватели одинаково рады снятию ограничений и отмене удаленного режима. Они отмечают, что в домашних условиях сложнее заниматься, особенно выполнять практические и лабораторные работы. На дистанционном обучении было очень сложно учиться, так как у меня дома были проблемы с интернетом. А сейчас на очном обучении, как сказать, эмоции только положительные. Встреча с друзьями, встреча с преподавателями, живое общение. На удаленке студенты горно-геологического техникума находились с марта прошлого года. В сентябре за парты смогли сесть только первокурсники, но с 30 октября были вынуждены перейти на дистанционный формат обучения. С 8 февраля они вновь возвратились в техникум. Очное обучение в техникуме началось поэтапно. С 25 января приступили 3-4 курсы, с 1 февраля 2 курсы, с 8 февраля уже 1 курсы. Я очень рада, что студенты наконец приехали, что у нас началось очное обучение. Посещаемость студентов в моей группе 60-70%, а в других группах уже 100%.
Сейчас вот начали учебу очно, приехали в общежитие, и этим рады, потому что мы до Нового года учились дистанционно. Ну тут проживали мы, но дистанционно было все это. Как и во всех учебных заведениях, в горно-геологическом техникуме поселка Хандыга строго придерживаются санитарно-эпидемиологических мер. Это и дезинфекция помещений, масочный режим, утренняя фильтрация. Организация учебного процесса, питание, проживание в общежитии организовано в соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора. И на сегодняшний день у нас идет работа по вакцинации студентов и сотрудников техникума. Теперь важно, чтобы ребята продолжили обучение без провалов, перерывов и удачно завершили учебный год. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Жители микрорайона «Птицефабрика» в Якутске бьют тревогу. Его буквально оккупировали стаи бродячих собак. Людям ежедневно приходится не только встречать детей со школы, но и вооружаться по пути на работу и обратно. При этом собаки настроены крайне агрессивно и без страха нападают даже на мужчин. По словам местных жителей, вопрос неоднократно поднимался в администрации города. Однако служба отлова собак попросту не справляются с количеством животных. При этом уже отловленные псы возвращаются обратно. Объясняют подобное тем, что микрорайон окружен дачными участками и ежегодно осенью с этих территорий прибегают брошенные собаки. Нас интересует конечный результат. Вот с такими агрессивно настроенными собаками что делается? Отпускают, подержав там по закону несколько дней в приемнике, а потом отпускают. То есть абсолютно это не решение. Поэтому мы сейчас готовим ряд обращений к нашим депутатам, которые должны на правовой основе, на законодательном уровне решить этот вопрос. В Ленске стартовала неделя добра. Какие мероприятия запланированы и какие уже прошли, расскажет Светлана Балеева. В Ленске вновь волонтерское движение организовало мероприятие доброты. Неделя добра проходит на протяжении 5 лет. С каждым годом желающих принять участие становится все больше, и направлений, по которым работают волонтеры, тоже. Нынешняя неделя добра началась с установки в городском парке скворечников. Во вторник волонтеры устроили для горожан День приятных мелочей. Я стараюсь участвовать во всех днях, помогаю по мере возможности, и каждый день делаю, что говорят, что просят. В понедельник не как мы просто видео отправляли, мы его еще до этого сделали. Вчера мы расклеивали объявления по разным уголкам города. Я расклеивала тоже объявления в Мухтуе. А сегодняшний день объявлен Днем памяти Александра Сергеевича Пушкина. Ребята вручали жителям буклеты со стихами писателя. Сегодня День памяти Александра Сергеевича Пушкина, 184 года после его смерти. Вот вам был стишок. Спасибо. На четверг намечена акция «Подари книге новую жизнь». Волонтеры подарят книги детям из реабилитационного центра и библиотеки. Самая важная акция пройдет в пятницу. Этот день именно для нашего золотого поколения. Решили почистить снег одиноким бабушкам и дедушкам. В связи с пандемией, конечно, нам редко приходится с ними встречаться, но тем не менее мы помогаем, так сказать, не контактируя с ними. Подведет итоги недели добра заключительный день. На центральной площади города волонтеры организуют развлекательную программу с участием в зимних играх и эстафетах всех желающих ленчан. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Лос-Анджелесе состоялись образовательные курсы по масс-рестлингу. Американским атлетам их провел спортсмен, судья международной категории Егор Ермолаев. Якутянин подробно рассказал калифорнийцам о правилах масс-рестлинга. Специально для судей были проведены профтренировки. Для масс-рестлеров организованы отдельные тренинги с объяснением приемов, хватов и маневров. Американский вице-президент Международной федерации масс-рестлинга От Хоген отметил, курсы собрали атлетов из самых разных городов штата. Егор Ермолаев из Якутии. Он очень известный. Курсы длились 2 дня. Всего собралось около 12 участников. В наши дни есть небольшие сложности, поэтому мы провели мастер-классы на улице. Как раз погода была отличная. Все прекрасно провели время. Многие были заинтересованы в образовательном курсе, поскольку большинство уже имеет некоторый опыт в масс-рестлинге. Но были также и новички. Мастер-классы пошли всем на пользу.
С 5 по 6 марта в Лос-Анджелесе также состоится турнир по масс-рестлингу. По словам Отда Хогена, скорее всего, он пройдет на свежем воздухе с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В данное время идет сбор заявок от масс-рестлеров. Ожидается участие спортсменов из разных штатов Америки, Канады и Пакистана. Обычно год начинается с международного турнира на Арнольд Спорт Фестивал в Колумбусе, но, к сожалению, он был перенесен. И примерно в эти даты будет проходить международный турнир. Традиционно мы на Арнольде проводили, решили сохранить весовые категории. Среди мужчин это будет 90, 105 и свыше 105. Среди женщин будет до 70 и свыше 70, и, возможно, будет абсолютка. Мир льда и снега. 9-й год подряд ледовый парк «Северное сияние» открывает двери для гостей и жителей столицы на 202-м микрорайоне. Так организованы ледяные горки, аттракционы и прочие развлечения. Но именно в эти выходные, когда наконец отступили морозы, здесь ждут наплыва гостей. Дарья Мартемьянова продолжит. По словам руководства парка, за сезон в целом его посещает около 100 тысяч человек. Несмотря на последствия пандемии, которая как раз началась прошлой весной, в этом году здесь уже соблюдают все необходимые меры против распространения коронавируса. На территории кафе также соблюдается необходимая социальная дистанция. Меры предприняли. У нас по требованию везде висят таблички, ограничительные линии. Все работники снабжены средствами защиты. И также у нас в кафе тоже установлены таблички, дезинфекция рук. Все как по требованию все мы выполнили. Снежные и ледовые скульптуры парка – настоящие произведения искусства. Для их создания здесь традиционно проводится конкурс «Бриллианты Якутии». В этом году мы проводили конкурс на тему 75 лет Великой Победы. Принимали участие 20 команд на снежные фигуры и 20 команд на ледовые фигуры. Победителем стал Петров Николай, команда с Верхонеуглевского Луса. Композиция называлась «Мать провожает сыновей на войну». Кроме привычных уже аттракционов, в этом году парк приобрел мотособак. Ими можно управлять самостоятельно. Для удобства и спокойствия посетителей каждому аттракциону представлены инструкторы по технике безопасности. На каждых горках перед входом стоят инструкции по технике безопасности. Инструктор есть на каждой горке, каждое утро они инструктируются тоже по технике безопасности. Администратор каждое утро инструктирует их. Мы сами проходим обучение по первой помощи, и находится она в кафе. Работа ледового парка продлится до середины апреля, но, безусловно, свои коррективы может внести погода. Двери для посетителей открыты ежедневно до 11 вечера. Дарья Мартемьянова, Григорий Николаев, Якутск. К этой минуте у нас все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и хорошего вам дня.